Начинаемся, да? Здравствуйте, дорогие наши коллеги. Вичауланнед, уджиортьяс, беледышьяс, агашка и батьмам. Мы, Валентина Кирилловна Новичкова, педагог, ветеран учительства, последователь учения академика Шалвы Александровича Аманашвили, и я, Кузьбожева Мария Вячеславовна, учитель, управленец. Сейчас мы с Валентиной Кирилловной обе на заслуженном отдыхе решили поделиться с вами своими мыслями о современной школе и о гуманной педагогике в ней. Валентина Кирилловна вначале скажет об основных принципах, идеях, на которых держится гуманная педагогика. Валентина Кирилловна, вы первая. Сначала я хочу начать с того, что как я пришла и когда я пришла к гуманной педагогике, несколько слов. Но перед этим вам показать вот такой календарь. Вот мы сейчас были на гуманных чтениях с Марией Вячеславовной, и вот нам такие календари подарили. Вы видите Шалву Александровича в кепке такой, как капитаны, да, носят. Так вот, его движение, которое оно возглавляет, вот, это как корабль большой, духовный, человеческий, огромный, а он как капитан этого корабля. И он говорит, что капитан должен быть один, а сподвижников у капитана должно быть тысячи и миллионы. Вот такой прекрасный календарь. И попала я к этому капитану в 2005 году на чтение гуманной педагогики, которые называются «Международные чтения гуманной педагогики». И в 2005 году тематика этих чтений была такая: «Без сердца что поймем?». Каждым чтением, которые уже проходят 18 лет, с 2002 года, 2001 года, каждым чтением Шалва Александрович издает на определенную тему книгу. И вот на эту тему «Без сердца что поймем» была издана эта прекрасная книга о нашем сердце. Что оно из себя представляет? Для чего Шалва Александрович написал эту книгу и передал нам всем? Мое мнение такое, что основа гуманной педагогики – это прежде всего воспитание человеческого сердца. Если сердце не будет воспитано, если оно будет каменным, ничего не получится. Ведь о воспитании сердца еще говорили классики педагогической мудрости, Сухомлинские, другие наши педагоги высочайшие. И хочу еще вам из этой книги прочитать притчу великолепную. И хотелось бы, чтобы вы эту притчу еще и запомнили. Я ее помню, но я все-таки прочитаю. Из книг мудрости я вычитал притчу. Некий отшельник вышел из своего уединения, чтобы принести людям весть, и вопрошал у каждого встречного: «Имеешь сердце?» Люди недоумевали и спрашивали: «Почему ты не говоришь о милосердии, о терпении, о преданности, о доброте, о любви, о всех благих основах жизни, но только имеешь сердце?» Он отвечал им: «Лишь бы люди не забыли о сердце, остальное все приложится». Мудрая книга наставляет: действительно, можем ли мы обратиться к любви, если негде ей пребывать? Где поместится терпение? Где обитель, если обитель сердца будет закрыта? Чтобы не растерять эти и другие ценные блага души, нужно создать для них сад, который называется, извините от волнения, сердце.
И дальше. Среди различных программ по улучшению и совершенствованию мирообразования учеными и учителями России утверждается авторская программа гуманной педагогики Шалвы Александровича Аманашвили, доктора психологии, академики Российской академии образования, профессора Московского государственного педагогического университета. Совместно с сыном Паатой Шаловичем Аманашвили он возглавляет международное общественное движение «Центр гуманной педагогики». Сегодня это мощное движение, и оно объединяет тысячи учителей, воспитателей, психологов, ученых, руководителей различных образований, врачей, различных деятелей культуры. На гуманных педагогик, на чтениях гуманной педагогики Шалва Александрович приглашает для встречи с нами и космонавтов, и художников, и физиков, и выдающихся всех деятелей, чтобы мы воспитывали свое сердце и понимали, что такое гуманная педагогика. Обширна география гуманной педагогики. Вся Россия и страны зарубежья. Это Украина, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Казахстан. Недавно вот Мария Вячеславовна приехала из Риги. Она была на 18-х международных чтениях. А мы с ней побывали, дважды побывали в Грузии, в Тбилиси, побывали в Грозном, в Чечне. И в прошлом году мы с ней ездили в Баку. Сердца думающих учителей с радостью отзываются на новое слово мастера педагогики, на красоту его мысли, искусство построения уроков и мастерство сердечного общения между учителем и учениками. Я вас хочу обратить ваше внимание вот на с чего все у Шалвы Александровича начиналось. Начиналось с 30-летнего труда, шестилетками. Он 30 лет работал учителем начальной школы. И вот в результате появился такой прекрасный труд, который называется «Педагогическая симфония». Обратите внимание на название книги «Педагогическая симфония». Почему Шалва Александрович так назвал? Он говорит, что педагогика – это не наука, или говорит наука всех наук. Педагогика, еще он добавляет, что это искусство. И я бы хотела еще обратить ваше внимание, вот, глава 2. Когда вот читаешь книгу, такие моменты всегда запоминаются. И мы вам рекомендуем с Марией Вячеславовной, прочтите эту книгу. Здесь более 400 методов и средств воспитания, практических средств воспитания ребят, воспитания младших школьников. Здесь можно найти средства и методы воспитания и для среднего возраста. И хотелось бы обратить вот на такое внимание, на такую мысль. Когда я 1 сентября прихожу в школу и встречаюсь с детьми, мне кажется, я бессмертна. Сказала мне как-то раз Тинанина Михайловна Гилашвили, мой друг и соратник. Тогда я задумался над тем, что в действительности педагог и есть тот человек, которому даны возможность и право стать бессмертным, если только он сам сможет вселить в своих воспитанников доброту своей души и сделать их сердца отзывчивыми к людям, к людским заботам. Шалва Александрович, вы все знаете, наверное, вот эту книгу «Исповедь отца и сыну», великолепная. Для воспитания в семье эта книга вообще жемчужина по содержанию. В школах, где притворяется программа гуманной педагогики
переключить, чтобы не все время, чтобы разнообразнее, интереснее было слушать, переключить на сайт. Ну, давайте. А вы готовьте следующий кусок. А мне хорошо? говорить? Нет, Нет? будет сайт. Ну, да, давайте. сейчас. А я хочу, поскольку творчество академика Манашвили настолько обширно, и его учеников настолько обширно, что нам, конечно, хочется очень о многом вам рассказать, но практически это сделать будет невозможно, потому что настолько много хочется вам рассказать. И я хочу вам открыть ссылку на сайт, который так и называется, Международный центр гуманной педагогики. Пожалуйста, сделайте так, чтобы, да, видно его сейчас всем. Смотрите, его очень легко найти, этот сайт. Набирайте слова «гуманная педагогика», вам видно «гуманная педагогика». И выходите на сайт Международного центра гуманной педагогики. Вот главная ее страница. А я хочу еще по главной странице немножко полистать, потому что там есть, кроме выступлений, мастер-классов, обращений самого Шалвы Александровича Манашвили, есть много книг, которые можно скачивать. Вот вся антология гуманной педагогики, начиная от учеников Иисуса Христа, апостолов Его, и заканчивая, не заканчивая, вернее, а включая и Выгодский, наш академик, и Аманашвили сам, и Сухомлинский Василий Александрович. Вот, посмотрите, открою страничку, книжку Сухомлинский из антологии гуманной педагогики. Вот его фотография. И это полный экземпляр электронной всей книги. Она доступна, эта книга, как и любая другая, для скачивания. Смотрите, вот она сразу легко открывается, и нас сейчас не видят. На экране сейчас другое. Видят нас тоже, да, на маленьком кусочке, да? И вот это все возможно для скачивания, все эти книги, это просто бесценная сокровищница, это замечательная библиотека для учителя, для родителя, для будущих учителей. Здесь вы увидите, есть видеотека, есть музей гуманной педагогики. Когда вы зайдете по ссылке в музей гуманной педагогики, здесь вы увидите целую тоже сокровищницу различных методических материалов, записей уроков и так далее. Есть Академия гуманной педагогики, где можно пройти обучение и получить диплом. Диплом, правда, не государственного образца, потому что это академия конкретно, которую курирует Шалва Александрович Манашвили. Но это очень престижный будет диплом среди коллег и среди ваших, думаю, учителей и родителей. Вот удивительный сподвижник, ученик у Шалвы Александровича Манашвили, учитель, которая ведет биологию и химию в Донецкой республике, в городе Артемовске. Я сейчас включу буквально несколько секунд приветствия, чтобы вы посмотрели на нее, полюбовались этой красивой женщиной, и захотелось вам с ней познакомиться поближе. К сожалению, я очень коротко ее включила. Я Бак Виктория Федоровна, кандидат педагогических наук. Работаю учителем учебно-воспитательного комплекса номер 11 города Бахмута, Донецкой области, Украина. В течение длительного времени, практически столько же, сколько я работаю в школе, все время задаюсь вопросом, как может та система образования, которая существует, в которую я пришла, из которой я вышла, обеспечить нормальное развитие человека. Просто дать ему знания, умения, навыки или научить его каким-то необходимым в будущем необходимым знаниям, умениям, навыкам, а сделать так, чтобы этот человек стал, маленький человек, стал настоящим взрослым человеком, благородным человеком. Таким человеком, который не удовлетворяет просто сиюминутные потребности общества, а таким человеком, который является властелином Вселенной. Вот так. К сожалению, не можем позволить себе много показывать. Так, мне надо теперь на главную страницу вернуться. Можно, да? Сейчас еще покажу. Виктория Федоровна, да.
У Виктории Федоровны у нас есть книги, у меня тоже есть в своей библиотеке книги. Покажите, да, вот Да, одна из покажем. таких книг. «Биология языком сердца». Вот книга, разработка одного из ее уроков. «Философия биологии. Основа мировоззрения будущего». Урок в 11 классе, мировоззренческий урок по биологии. Еще одно имя хотела показать и фотографию. Тут видео, правда, нет, только фотографию. Вот моя коллега, я по образованию учитель физики. И это тоже учитель физики из Клайпеды, из Литвы. Она написала книгу, которая называется «Физика языком сердца». Вот вам видно тоже, да, сейчас? Видно ведь это? И эту книга у меня тоже есть, я ее покупала, когда работала в гимназии искусств, и я знаю, что в гимназии она сейчас находится. То есть это не учебники, но это дополнение к традиционным учебникам, которые позволяют очеловечить такие трудные и, может быть, для детей скучные курсы, физика, имеющие очень мало, кажется, возможностей для гуманитарного образования и для гуманного образования детей. Но мы ошибаемся, когда там так рассуждаем. И физика, и биология содержат огромный потенциал нравственного воспитания через учебное содержание уроков. И Ирена Стулпинина из Клайпеды, и Виктория Бак из Донецка доказывает это своими примерами. Таких примеров можно найти много. И если особенно заглянете в музей гуманной педагогики, то вы увидите на сайте, что бесценный материал, методический материал, как можно облагородить и как можно очеловечить такие технические, естественно-научные, трудные дисциплины, которые есть в школьном расписании, как физика и химия. Да, Валентина Кирилловна, можно нам выйти с сайта, Валентина Кирилловна, чтобы... Вот эти учебные предметы, они должны объяснять детям, в чем смысл жизни, для чего жить и зачем, как все устроено. То есть открывать им истинную правду человеческой жизни на Земле. А мы изучаем эти предметы оторванно от жизни пока. Без этих понятий человек потом, когда вырастает, и к старости, слава Богу, что хоть я поняла, к старости, да, Мария Вячеславовна, до нас тысячи, которые с Шалвой Александровичем идут, что мы теперь знаем, для чего живем и в чем смысл и задача нашей человеческой жизни. И вот эту задачу нужно выполнять. И вот предметы школьные, они должны и служить этому. Шалва Александрович говорит, что их нужно очеловечить, облагородить. И тогда у нас очеловечится, облагородится вся наша жизнь. Надо сказать, что на чтениях иногда, в последнее время, не очень часто, но раньше вручались всегда какие-то такие огромные удостоверения руководителям школ. И там было написано «Школа гуманной педагогики». Так вот, в настоящее время насчитывается уже более 300 школ в России гуманной педагогики. Там, где... Несмотря на... Там выполняются государственные программы, и ЕГЭ, ведется такая же работа по закону образования, там нет отхода от закона образования, но там притворяется очень глубоко вот эта воспитательная нравственная часть, гуманная педагогика в образовании, в воспитании детей этих школ. И в этих школах там нету наркотиков, там дети не курят, там нету преступлений, там нету, извините меня, матершины. Там дети воспитанные, дети, еще называют детьми света, дети будущего поколения, будущей жизни нашей. Еще их называют звездными детьми.
Особой вехой в развитии гуманной педагогики стало провозглашение манифеста гуманной педагогики. Манифест гуманной педагогики был принят Шалвой Александровичем совместно с огромным количеством, большой такой командой капитана в количестве 42 человека. Туда приехали из стран СНГ, из Литвы, Латвии, Украины. Огромное количество было педагогов, учителей, воспитателей из России. И был принят вот такой документ. Можно я еще вас и покажу его тоже? Можно на сайте показать? Включите сайт. Вот смотрите, так же, как вот все остальные разделы, на сайте Международный центр гуманной педагогики есть рубрика такая «Манифест». Когда вы находите эту рубрику, то она открывается как сам манифест, когда, кем и с какой преамбулой, с какой идеей был подписан этот документ. И вторая часть – «Кодекс чести и служения учителя». А также есть ряд картин, иллюстрирующих это событие. Подписание манифеста в 2011 году в Бушети, в Грузии. В Бушети там находится родовой дом Аманашвили, и каждый год, летом особенно, там этот дом становится местом проведения семинаров, педагогических семинаров, куда для съезжаются последователи, гуманные педагоги со всего света. И дети тоже, и родители приезжают. Вот эта рубрика «Манифест» тоже для самостоятельного ознакомления доступна на сайте. И обратили внимание, что манифест благословил патриарх православия Грузии Илья II. Благословил патриарх. Вот надо об этом помнить. И что такое вообще манифест? Несколько слов о манифесте. Манифест – это воззвание к мировому сообществу людей, мирообразования. Идея манифеста служит целям духовно-нравственного становления подрастающего поколения в атмосфере гуманности и личностного подхода к ребенку. И разрешите, я вот здесь лучше, чем здесь написано, возможно, что я объяснить не смогу, но мне кажется, нужно все-таки вот сказать, что содержание манифеста – это прежде всего анализ современного кризисного положения в образовательном пространстве, порожденного бездуховностью и авторитаризмом. Второе. В манифесте предлагаются пути выхода из кризиса через принятие классических педагогических ценностей с их основополагающими понятиями духовности, гуманизма, любви и добра, мира и блага. И недаром Шалва Александрович издает. Сейчас, Мария Вячеславовна, больше 50 таких книг. Я не считала, знаю, что больше 40. В проекте было 100 книг издать гуманной педагогики. Не знаю, как успели сейчас издать. 50 это точно есть. Идея манифеста служит целям духовно-нравственного становления подрастающего поколения в атмосфере гуманности и личностного подхода к ребенку. И четвертое, этот документ был принят и подписан 17 июля 2011 года, только что вот в Бушете, в Грузии. И он предлагает не только провозглашение высоких идей и понятий в образовательном пространстве, но действенное воплощение в их жизнь, прежде всего подписавшими манифест, это очень важно, и теми, кто в течение более 10 лет создавал общественное движение гуманной педагогики. Манифест призывает к объединению вокруг его идей и к сотрудничеству в оздоровлении и в обновлении образовательного мира всех, кому не безразлично будущее нашей планете, уже живущее в наших детях. И
хочу прочитать еще воззвание вот к вам, к нам, кто нас слышит, кто нас еще услышит. Это очень важно. Мы, соавторы манифеста гуманной педагогики, обращаемся к мировому сообществу людей, озабоченных современным состоянием воспитания и образования подрастающего поколения. Обращаемся к каждому учителю, воспитателю, педагогу, руководителю, работнику образования, каждому родителю, каждому студенту педагогических и непедагогических вузов и колледжей, каждому школьнику, ко всем людям, кому не безразлично будущее нашей планеты. Предлагаем манифест гуманной педагогики, идеи которого служат целям духовно-нравственного становления подрастающего поколения в атмосфере гуманности и личностного подхода к ребенку. Призываем вас к единению вокруг манифеста и сотрудничеству в оздоровлении и обновлении образовательного мира, чтобы каждый ребенок воспитывался человеком благородным и великодушным, развивался духовно и нравственно, овладевал знаниями, расширяющими его сознание и влекущими к творчеству и к созиданию блага. Учился выражать и беречь и утверждать в жизни свою свободную волю, любил Родину, ценил и бережно относился к многовековой культуре своего народа и человечества. Для обновления мира образования на основе идей гуманной педагогики нам придется учитывать и преодолевать препятствия, возникающие как во внешнем, так и в нашем внутреннем мире. Ну и здесь, так по разделам, Мария Вячеславовна, раздел такой. Прочитают. Да, прочитают. Давайте, Это доступно. давайте, Прочитают. Ладно, хорошо, люди. ладно. Можно я перейду, иначе мы не уложимся. Пожалуйста. Я перейду к следующей. Перекличка такая. Вот манифест гуманной педагогики, 11-й год, подписанный Бушетти, созданный под руководством академика Аманашвили Шалвы Александровича. Перекличка какая? 33 года тому назад. Представляете? Вот если кто-то смотрит или будет нас смотреть из ветеранов учительского труда, те вспомнят, о каком событии я говорю. 33 года тому назад, 18 октября 1986 года, учительская газета совершила переворот в педагогике, опубликовав статью «Учителей-инноваторов. Педагогика сотрудничества». 33 года тому назад. Педагогика сотрудничества – это и есть гуманная педагогика 1986 года. Я называю имена тех учителей-инноваторов, прославившихся на весь мир, не говоря уже о Советском Союзе, которые заложили те основы современной гуманной педагогики, о которой мы ведем сегодня речь. Виктор Федорович Шаталов. Его вклад в педагогику сотрудничества, самый ценный, самый такой ядерный вклад его, это опорные сигналы по физике. Это учитель физики. Вот я, как учитель физики, когда мне доводилось быть учителем физики, правда, не всегда доводилось это, потому что пришлось еще и руководить довольно много. Когда мне доводилось быть учителем физики, я свои конспекты уроков писала с использованием опорных конспектов Виктора Федоровича Шаталова. Эти тетради с записями у меня до сих пор сохранились, и после меня ими пользовался мой муж, он тоже учитель физики. После мужа им пользовались, этими записями пользовался молодой коллега мужа, который ведет физику на сегодня в гимназии искусства. И я знаю, что это такая подсказка, такой вспомогательный материал, которому не будет цены никогда. То есть он является, опорный конспект, методика опорных конспектов, мне кажется, является
палочкой-выручалочкой и для современных уроков тоже, особенно по таким точным и трудным наукам, как физика, химия, география, биология, математика, алгебра и геометрия. И я знаю, что многие учителя этим пользуются. Вот это Виктор Федорович Шаталов, Лена Алексеевна и Борис Павлович Никитины, супруги, воспитавшие большую семью, много детей, воспитавшие своих детей на развивающих играх, не только на закаливании и на единении с природой, а на развивающих играх, которых придумывали и создавали сами, и делились щедро со всеми остальными. Это учитель Караковский, директор школы, 825-й знаменитой школы в Москве, Владимир Абрамович Караковский, как руководитель, который создал свою школьную систему самоуправления, когда соуправляли дети наравне со взрослыми педагогами всеми вопросами, которые касаются школьного образования и не только школьного образования. Это Софья Николаевна Лысенкова, учительница начальных классов, которая умела каждого маленького человека так развить, так раскрыть, что он становился неизбежно талантливым. Это наш Александр Александрович Католиков, который свое сердце отдал обездоленным детям-сиротам. И через труд от слова «трудно», говорил Александр Александрович Католиков, он добился того, что каждый, кто проходил через его заботливые отцовские руки, стал человеком, профессионалом, человеком, семьянином, не потерялся в этой жизни и так далее. Вот это учителя-новаторы 1986 года. И спустя много лет, в ноябре 2015 года, через почти 30 лет после того первого события, в Москве снова собрались уже другие люди, но которые выросли на педагогике сотрудничества 80-х годов и тоже подписали свой манифест, который называется «Манифест 21 века». «Хочешь жить, умей учиться». Помните пресловутое советское «Хочешь жить, умей приспосабливаться». Обывательское «Хочешь жить, умей вертеться». А это девиз манифеста 21 века «Хочешь жить, умей учиться». Так же, как Валентина Кирилловна, один абзацик буквально прочитаю из преамбулы этого манифеста, а потом покажу газету, где вы можете ее целиком посмотреть. Мир меняется быстро, школа меняется медленно, проблемы копятся. Политики, управленцы, некоторые учителя пытаются решать их механически, добавляют еще один учебный предмет в расписание, фиксируя обязательные знания в стандарте, продвигая идею единых базовых учебников, усиливая проверки, уничтожая многообразие, создавая монополии для обеспечения школы учебными пособиями, формой, чем угодно. В результате детям неинтересно, управленцы дрожат в ожидании очередной комиссии, учителя задавлены отчетностью, им просто некогда заниматься детьми. Виноваты в этом не только чиновники и политики, само общество настроено консервативно. Многим кажется, если вернуться к советскому опыту, все наладится само собой. Это самообман. Мы решили предложить учителям, родителям, всем гражданам, заинтересованным в развитии образования, альтернативный образ будущего школы, расширить представление о том, куда она может двигаться. Итак, гуманистическая педагогика, 21 век. Вот ее изложение. И вот источник, где с этим можно ознакомиться. Любимая учительская газета. Она по-прежнему выходит. А это номер с портретом педагогов-новаторов 1986 года за номером 46 от 17 ноября 2015 года. Здесь манифест 21 века, манифест гуманной педагогики, несколько другими словами, излагающий то же самое, что в манифесте, который опубликован на сайте «Гуманная педагогика», который вы видели. Изучайте, сравнивайте. Вам выбирать. Школа может быть
гуманной, школа может быть авторитарной. В авторитарной школе может быть даже легче работать учителю, но вряд ли интереснее. А уж детям каково, если бы у них была возможность выбора, гуманная школа или авторитарная школа. Я думаю, что дети не раздумывали бы, выбрали бы школу, которая раскрывает их, которая уважает достоинство каждого маленького человека. А это основные постулаты гуманной педагогики Амонашвили. Что-то хотели продолжить? Да. Немножко, да? Нам Дополню еще немного надо о семинарах сказать. того, да, что вы сейчас сказали об учителе. Некоторые учителя, когда с ними беседуешь о гуманной педагогике, говорят: а что я могу? Что я могу? Я еще маленький человек. Шалва Александрович говорит, что никто из учителей, воспитателей, родителей не является маленьким человеком, от которого мало что зависит. Не надо унижать себя, ибо от нас зависит очень многое. Мы есть основная сила в мире образования, и потому судьбы наших детей в наших руках. И еще, гуманная педагогика, в манифесте написано, есть высочайший уровень мысли и практики. Высочайший уровень. Смешивать ее с авторитарной педагогикой нельзя, и потому от нашего выбора зависит, станет образовательный мир гуманным или останется авторитарным. В образовательном мире всегда были и есть учителя и воспитатели с богатым духовным миром, высоким нравом, люди устремленные, преданные, благородные. Вот перед вами сидит такой учитель. Они приходят к гуманной педагогической практике по своему внутреннему зову, а ученики и воспитанники влюбляются в них. Им хорошо находиться рядом. И я вот сейчас, поскольку по гуманной педагогике приходится общаться с учителями, с детьми, убеждаюсь, что есть такие у нас учителя во многих школах. Но поскольку я больше всего в Эшве, то я могу сказать, что в 30-й школе есть такие великолепные учителя, есть в 28-й школе. Я вот творческим трудом занимаюсь. Вместе с поэтическим клубом у Камелька издаю, то есть не издаю, а помогаю издавать детский сборник, который называется «Эшвинские искорки». И дети там помещают свои стихи, рассказики о природе. И там есть прекрасные работы детей. Как они пишут о любви к своим учителям, как это радуется. Вот в частности, в последнем сборнике «Эшвинские искорки» выйдет работа мальчика об учительнице 28-й школе. Можете прочитать, если захотите. В каждой библиотеке города есть этот сборник «Эшвинские искорки». Но продолжим. Об учителе. Некоторые считают, что вот гуманная педагогика – это воспитание только для детей. На самом деле, это, еще раз подчеркиваю, и Шалва Александрович об этом говорит, и манифест об этом говорит. И сейчас Мария Вячеславовна тоже это утвердила, что это есть путь прежде всего воспитания педагога, учителя, родителя. Но многим выбравшим себе путь гуманной педагогики, здесь напишется, приходится и придется заниматься сложным трудом преображения. Сложным трудом преображения, чтобы возвысить себя до уровня понимания и творческого воплощения идей гуманной педагогики в образовательной практике. Что нам нужно будет? Расширять свое сознание и учиться мыслить и действовать согласно понятию духовности. Взращивать в себе любовь к детям и учиться нести ее красиво. Смотрите, какая красивая мысль. Взращивать в себе любовь к детям и учиться нести ее красиво. Пристраститься к источникам педагогической мудрости. Вот только сейчас вот мы показывали, Мария Вячеславовна уделяла много этому внимания.
постоянно совершенствовать свое педагогическое искусство, наполняя его глубоким содержанием и изяществом исполнения, взращивать в себе понимание терпения, благородства, великодушия, внутреннюю культуру и, конечно же, избавляться от дурных привычек и склонностей, если замечаем в себе такое. На последних чтениях в Москве, сейчас уже чтения проходят не только по регионам, но и каждый год еще в Москве. Они называются «Российские чтения гуманной педагогики». И возглавляют педагоги Московского государственного педагогического университета, где Шалва Александрович работает. Московского городского. Городского. Шалва Александрович в этом году набирает и открывает мастерскую гуманной педагогики. И там было сказано, что набор будет из студентов 3-го и 4-го курса, и они будут не один год там обучаться этому мастерству. И Шалва Александрович будет руководителем этой мастерской. И сказано, почему? Потому что гуманная педагогика сегодня востребована. Сегодня люди, учителя педагогики обращают и внимание, и притворяют эту гуманную педагогику в своей и жизни, и в воспитании детей, и в обучении детей. Мария Вячеславовна часто мне говорит, что у нас тоже много в Коми Республике, в Сыктывкаре учителей гуманной педагогики. Дай Бог, чтобы так было. Но на последних вот этих российских чтениях я бы хотела вам рассказать и поделиться. Выступал Богуславский Михаил Дмитриевич. Вы, может, знаете, это доктор педагогических наук. Он вообще занимается историей педагогического образования. И вот, оказывается, 2018 год был объявлен ЮНЕСКО годом Сухомлинского. И давайте я вам расскажу, о чем он сказал. Он говорил о Сухомлинском, о его работе с детским слабоумием. И вот объясняют, что такое детское слабоумие. Это убогость интеллекта, убогость ничему не удивляться, не радоваться. Это эмоциональная убогость, сниженная память. Дети такие не понимают юмор, смех. А смех, оказывается, один из источников познания у Василия Александровича Сухомлинского. И еще дети не знают материнской любви. И Василий Александрович Сухомлинский работал с такими детьми. И Богуславский говорит, что у него было 107 таких слабоумных детей. И он преодолел вот эту вот беду детскую. И объясняется, какими способами. Это, во-первых, богатство интеллектуальной работы в окружении природы. Рождаются восхищенные мысли. И действительно, очень много у Василия Александровича книг, и даже таких фотографий, где он на природе с ребятами. И я полагаю, что вот воспитание детей, мы вот это как-то упускаем. Как-то природа сама по себе, а мы сами по себе. Любовь к этой природе, восхищаться. Смотришь на дерево и думаешь, как ты раньше не замечал, какая береза красивая. Вот восхищение, вот это нужно, чтобы природа передавала детям, и дети понимали это восхищение природы. И еще путешествия в природу, вот такие, значит, уже говорила. И еще поэтическое слово. Смотрите, поэтическое слово – эликсир для детского мозга. Василий Александрович Сухомлинский создал вместе с этими слабоумными детьми 7500 сказок и 10 поэтических произведений творчества совместными с детьми. И получилась хрестоматия рассказов, хрестоматия этого творчества. И Богуславский заканчивает свое выступление и говорит, что из 107 слабоумных детей 13 детей получили высшее образование.
Около полсотни детей закончили техникумы или колледжи, и остальные стали нормальными людьми. И вот что значит педагогическое наследие. Это педагогическое наследие Сухомлинского, Макаренко, Сковороды, Выгодского. Януша Корчика Шалва Александровича называют звездным небом. И он говорит, что он всегда приглашает их, приглашал всегда на свои уроки, на работу, когда он работает над своими творческими вот такими произведениями, которые называются «Искусство семейного воспитания», «Жемчужина». Если бы это издать у нас в Коми Республике и каждому родителю дать, я думаю, что это был бы такой огромный положительный результат, если бы люди, родители, хотя бы люди интеллигентные, люди культурные прочитали эту книгу. И потеряла мысль. Отдохните, Ну еще, да, тогда то, что у нас уже Мария время Вячеславовна, поджимает. давайте продолжать. Время поджимает Да, нас. давайте. Уважаемые слушатели, я понимаю, что мы немножко злоупотребляем вашим временем, потому что постоянно смотреть на говорящего человека это не очень интересно, а вот разбавлять видео какими-то заставками мы предлагаем вам самостоятельно, потому что этих заставок очень много на сайте и на дисках, но временем мы располагаем небольшим, и хочется еще сказать вот о каком пласте тем, связанных с нашим вебинаром. Это каковы возможности сегодня для педагогов, которых заинтересовала такая перспектива стать гуманным учителем и использовать прекрасный опыт многих других коллег, современных педагогов, работающих на основе идей гуманной педагогики. Какая есть возможность приобщиться практически вот к этому движению? Есть, Валентина Кирилловна уже называла, ежегодно проходят международные и российские педагогические чтения. Международные чтения проходят в разных странах, и проходят они в дни мартовских каникул, всегда дни мартовских каникул. Для того, чтобы попасть на них, нужно зарегистрироваться на сайте. Это свободный доступ, никакого отбора и никакого вызова для этого не требуется. Зарегистрировались и поехали. Поехать, скорее всего, за свой счет, как все ездят, за свой счет. Российские педагогические чтения проводятся, как правило, в январе, как правило, но могут быть и в феврале. То есть они предшествуют международным чтениям и перекликаются по теме. Так вот, последние чтения были и российские, и международные чтения были «Светлые мысли рождают чудеса». То есть о мыследеятельности и о чистоте мысли был разговор в течение нескольких дней. Кажется, что можно об этом говорить несколько дней, но ведь это все шло через личную практику учителя, родителя, через личную практику семейного воспитания или образования в каком-то учебном заведении. Например, есть такая частная школа, опять же, в Литве, откуда выступала молодая, очень симпатичная учительница. Она ответственная за начальную школу и сама ведет в начальной школе. И она рассказывала, как в рамках тех же в Латвии, в Литве, везде свои стандарты, свои законы об образовании, и точно так же, как и в России, они жестко регламентируют работу любой школы, и частной, и государственной. Это само собой, разумеется. Но даже в условиях этого жесткого регламента и жесткого расписания можно находить время для того, чтобы проводить с детьми, например, уроки доброты. Вот покажите, книжечка у вас есть про уроки доброты. Вот. Есть даже целый учебник, который называется «Учебник добра». Вот в этой школе проводятся внеурочные занятия каждый день, который называется «Урок доброты», в каждом классе, до начала основных занятий, а также много всего интересного, другого.
Вот это чтения международные и российские ежегодно. Записаться, зарегистрироваться можно на сайте, и нет проблемы попасть туда и окунуться в эту атмосферу, которую невозможно передать нам, транслировать словами. Это надо пережить, это надо почувствовать. Следующее. Шалва Александрович и его сын Паата Шалвович Аманашвили ведут семейный клуб. Они проводят в формате вебинаров, онлайн-семинаров встречи каждый месяц в течение учебного года. Они свободны тоже, эти вебинары, эти онлайн-семинары, они свободны в доступе, и их можно посмотреть, послушать с любого компьютера, тоже через сайт. Есть Академия гуманной педагогики. Я о ней уже останавливалась на ней, и Валентина Кирилловна об этом говорила. Можно также записаться через дистанционное обучение в рамках этой темы Академия гуманной педагогики. В разных регионах по приглашению или самостоятельно организованными своими региональными центрами гуманной педагогики проводятся различные фестивали сотворчества родителей, детей и учителей. Во многих регионах, если не сказать, что во всех, но во многих регионах действуют активно свои региональные центры гуманной педагогики, которые объединяют преподавателей педагогических дисциплин, студентов старших курсов, учителей, практиков, родителей, заинтересованных в том, чтобы ребенок получил образование в такой гуманной системе, не в авторитарной системе. И такие люди объединяются и делают свою работу, пользуясь наработками и разработками, которые доступны через сайт гуманной педагогики. Ежегодно в Бушетии летом, в Грузии, то есть, проводятся летние курсы «Дети, родители, учителя». Я уже говорила, Бушети – это родовая усадьба семьи Аманашвили. Не только Шалва Александрович и его сын Паата, но и сестра Аманашвили Нино Александровна, если по-грузински, и племянники, внуки, они все являются не только первыми помощниками, но уже вполне самостоятельно действующими педагогами, которые распространяют идеи гуманной педагогики в мире. Есть выездные авторские семинары Шалвы Александровича и Пааты Шалвовича по приглашению в регионы. Они могут быть разные. Шалва Александрович с Паатой приезжали в Республику Коми дважды, в 2014 и в 2015 году, проводили свои авторские семинары. Один в Сыктывкаре, был недельный авторский семинар, 40-часовой. Второй в Ухте, тоже недельный авторский семинар, 40-часовой. Но есть возможности сократить до 3 дней этот семинар. И есть возможность разнообразить темы таких выездных авторских семинаров. И вот у нас есть такая идея, такая задумка, чтобы, и предварительно эта задумка уже включена в план, график будущих семинаров Шалвы Александровича. Есть такая задумка пригласить их к нам в республику в 2020 году с 29 февраля по 1 марта. Предварительно такие даты названы и записаны они в графике у Шалвы Александровича. Нам надо воспользоваться возможностью такой и дружно организоваться, чтобы обеспечить, конечно, полный зал, потому что это очный семинар. И важно, чтобы люди были, чтобы окунулись в эту атмосферу, чтобы могли руку пожать, сфотографироваться, вопросы позадавать, ответы на них получить, а не просто через виртуальное сообщество как-то познакомиться. Вживую. Это совсем другие впечатления, ощущения, когда общение идет вживую. И нам надо организоваться, чтобы обеспечить аудиторию в 300 человек как минимум. В противном случае мы не сможем окупить расходы, связанные с организацией этого семинара.
И вот очень большая просьба эту информацию о предстоящей такой возможности поучаствовать в выездном авторском семинаре Аманашвили в Сыктывкаре, чтобы поделиться этой информацией с другими людьми, чтобы они узнали как можно больше педагогов и родителей. И поскольку Шалва Александрович уже отметил свой 88-й, по-моему, правильно я называю? Да, он родился 8 марта рождения. 1931 года. Значит, Вот, 88-й год рождения он уже Да. отметил. Конечно, Бог ему дает много сил, здоровья и будет дальше его поддерживать, потому что дело нужное делает. Он за всех педагогов-новаторов, которые объединились в 1986 году, он за них ведет просветительство педагогическое широкое, настолько широкое, как никто другой больше не ведет. Но он эти идеи, общие идеи всех педагогов-новаторов поддерживает и распространяет сегодня по всему свету, не только по России, по всему свету. И поэтому Бог ему силы дает, чтобы его надолго еще хватило. Но все-таки человек, он уже в очень почтенном возрасте, и важно нам воспользоваться предоставленной возможностью и семинар этот в Сыктывкаре провести организованно и на высоком уровне. Ну и также приглашаю объединиться в свой региональный центр гуманной педагогики всех, кому эта тема близка, кто хочет ее дальше продвигать и кто хочет, чтобы школа наша постепенно избавлялась от ненужного авторитаризма и становилась гуманной к детям. Это возможно, поверьте, это возможно в рамках действующего законодательства, стандартов образовательных, это возможно, потому что учитель на уроке с детьми 1 на 1. Да, в рамках закона, но на уроке с детьми он 1 на 1. И никто ему не может дать указания, какие слова он произносит детям, куда он с ними в поход пойдет и каким образом он будет строить взаимоотношения с родителями этих детей. И это все исходя из внутреннего мира и внутренних убеждений учителя самого. Если эти убеждения будут основаны на гуманной педагогике, я вас уверяю, как тысячи других учителей по России и в других странах умеют и находят способы, возможности, методы воспитания, образования детей на основе гуманных принципов гуманной педагогики. Так, мы заканчиваем, потому что наше время истекло. Буквально Валентина Кирилловна. 2 слова еще. Значит, мы имеем 20 томов собрания сочинений Шалвы Александровича. Вот в таком формате, так это. Ну и самый фундаментальный его труд – это «Школа жизни». Вот, он читает это. Вот. И кроме того, что мы вам показывали, физика языком сердца, биология языком сердца, другие, у него же в команде где-то около 50 человек, которых мы уже видим. Я езжу с 2005 года ежегодно. Мы видим в команде очень много талантливых, прекрасных педагогов. Вот Елена Сергеевна Евдокимова из Волгограда, вот прекрасные такие книги написала, ему помогают. Ну, да, у нас тоже, да. у нас, кстати, есть возможность ее тоже пригласить, она очень легкая на подъем и ездит по регионам. Да, и даже она не просит, чтобы оплатили Никаких семинары, единственное, просит, чтобы дорогу оплатили. Вот для родителей можно пригласить в любую школу. Буквально ну и давайте последний. закончим вот таким стихотворением. Я думаю, Мария Вячеславовна согласится. Да, давайте. Я сорвал цветок, он завял. Я поймал бабочку, она умерла. И я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем. Красота воспитывается красотой. Благородство воспитывается благородством. Любовь воспитывается любовью. Совесть совестью, честь честью. Вот такими мы должны стать все. Не только, а учителя и воспитатели прежде. И тогда наша жизнь изменится, станет она красивой. И тогда и боги возрадуются за нас.
и земля будет живой и здоровой, и дети наши будут счастливыми. Хотите счастья? Хотите быть счастливыми? На путь Будьте гуманной ими. педагогики. Да, Мария Будьте Вячеславовна? ими. Да. На этом Чтобы ими прекрасном- стать, надо выбрать путь. На этом прекрасном призыве и будьте ими мы заканчиваем наш вебинар и желаем вам хороших каникул, Да. много добрых эмоций и настроения, вдохновения на новый учебный год. И счастья.